Селям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, по средам вечером в эфире, в прямом эфире АТР программа «Крымский вопрос». И сегодня у нас очень хороший гость, очень большой друг крымских татар. Это посол Литовской Республики в Украине, господин Мариус Януконис. Добрый вечер. Селям алейкум, Мариус. Салам алейкум. Очень рад вас приветствовать. И Мариус действительно искренний друг крымских татар, собственно, как и вся Литва, и как и весь литовский народ. Я хочу сразу же просто поблагодарить в вашем лице всех литовцев, потому что я не знаю более неравнодушных людей вот во всем остальном мире, которые бы так поддерживали наш народ вот в эти дни. Спасибо за ваши слова. Я со своей стороны хочу поздравить всех крымских татар с праздником Хайдерлеза. Спасибо. Тем более, что как ни пытались нам испортить этот праздник своим позорищем так называемые власти Крыма, крымские татары на это не поддались и отмечают Хайдерлез в своем кругу, своими друзьями, своими родными, а не на этом позорище, которое организовала Аксенов и компания, на которую очень мало народу пришло, потому что люди понимают, за кого их держат, понимают, что из них делают массовку рабскую, для того, чтобы показать пропаганде российской, что крымских татар все хорошо, что нет никаких репрессий, что на самом деле, конечно, является полной ложью. И народ, не придя на это так называемое мероприятие, продемонстрировал свое отношение к этой имитации и к действиям властей, которые на самом деле, конечно, не обещают ничего хорошего. И я хотел бы у вас, Мариус, спросить, как вы лично и как Литовская Республика оценивает последние действия в отношении крымских татар, которые предприняла Российская Федерация? Ну, знаете, мы очень обеспокоены положением крымских татар, вообще положением дел в Крыме и положением с правами человека. Мы неоднократно высказывались по этому вопросу, и наши политики, наше руководство делало заявление. Вы знаете, недавно в Вильнюсе прошел встреча исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. И во время этого конгресса наш парламент сделал заявление по поводу защиты прав крымских татар. Нас, конечно, эта ситуация очень беспокоит. А конкретно запрет Меджлиса. Как вы думаете, зачем это сделала Российская Федерация? Ну, это еще можно оценивать как еще один серьезный шаг в сторону ущемления прав крымских татар, потому что это всегда был законный представительский орган и исполнительный орган крымских татар. И я думаю, так поступая, российская власть просто отнимает у крымских татар один из самых главных символов самобытности и самоуправления. Скажите, как вам кажется, запрет Меджлиса и вот эти репрессии, аресты, которые были и которые, вероятно, будут еще усилены, судя по всему, к этому готовятся, насколько о них осведомлен Запад, насколько о них осведомлены европейские дипломаты, европейские министерства иностранных дел и правительства? Об этом информация есть, и в этом способствуют и сами крымские татары, и, конечно, украинское правительство, то есть распространяя информацию об этих нарушениях в разных международных структурах, и в ОБСЕ, и ООН, говорить, что мир об этом не знает, было бы неправда. Но, к сожалению, мы в целом видим в мире ухудшение ситуации с правами человека, поэтому крымским татарам нужно быть очень активным. И украинскому правительству в то же время, чтобы мир постоянно следил за этими событиями, и чтобы положение прав человека в Крыму оставались в центре внимания. А каким образом это делать? Это дипломатические каналы, это СМИ, это что? Как вы думаете? Это комплекс мер, это обязательно и дипломатическая деятельность, дипломатические каналы. Поднимать нужно этот вопрос на разных международных структурах. Это мы делали очень активно в ООН вместе с Украиной, когда мы были непостоянными членами Совета Безопасности в ООН в 2014-2015 году. Сейчас Украина стала членом Совета Безопасности ООН. Я думаю, что это тоже хорошая возможность эти все вопросы выносить на международную площадку.
Ну, можно сказать, что нас беспокоит вообще ситуация с Крымом не только с правами крымских татар, нас беспокоит милитаризация серьезная Крыма, то есть размещение там огромного количества вооружений, и это меняет и ситуацию безопасности в регионе, и это очень опасно. Но эти процессы идут параллельно, конечно, и милитаризация, и репрессии против крымских татар, поскольку на военной базе, в которую Крым превратили, ну, наверное, должно быть как можно меньше нелояльных людей, да, там все должны быть преданные, запуганные, никто не должен мешать вот этому процессу. Поэтому, собственно, цель-то сделать из Крыма, видимо, как мы видим уже сейчас, военную базу такую, напичканную оружием. Ну, а крымские татары мешают, поэтому как бы с ними разговор короткий, запугать, вытеснить кого можно и так далее. Скажите, вот сейчас речь идет об усилении группировки НАТО на восточном направлении. Это касается каких стран, ну, Литвы в том числе, да, и как это происходит? НАТО приняло обязательства, определенные обязательства и приняло некоторые решения на прошлом саммите НАТО в Уэльсе, и мы хотим, чтобы эти решения исполнялись как можно быстрее, как можно эффективнее. Это включает и дополнительное размещение дополнительных войск и вооружения в Восточной Европе на ротационной основе. Также это включает в себе создание штабов управления, штабов НАТО. На территории стран приграничных. Да, на территории, можно сказать так, приграничных стран. И в Литве такой штаб уже создан. Там работают офицеры с разных стран НАТО, в том числе и литовцы. Так что НАТО вынуждено реагировать на эти угрозы. Мы видим очень активную военную деятельность России, такую провокационную деятельность не только в Черном море, но и в Балтийском море, непосредственно у наших берегов. А вот недавно был случай же, расскажите, это где в Шауле, кажется, взлетали перехватчики, да, натовские? Таких случаев бывает не один. То есть время от времени самолеты НАТО должны подниматься в воздух, чтобы перехватывать российские самолеты. Мы знаем, что Россия опасно провоцирует тоже и с кораблями в Балтийском море. То есть, как оценивают эксперты, такой активности не было даже во времена Холодной войны. Угу. И поэтому эти страны, которые находятся на восточноевропейском фланге, то есть Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Болгария, они чувствуют эту угрозу и нуждаются в дополнительных мерах безопасности. Что с помощью Украине? Какую помощь оказывает Украине Литва непосредственно, да? И какая помощь, как вам кажется, должна быть со стороны НАТО? Литва оказывает очень многоплановую помощь Украине. То есть это связано и с военными действиями на Донбассе. Мы лечим украинских военных. Тоже эта помощь включает и нашу помощь украинским вооруженным силам. Наши инструктора работают в Украине, они обучают украинскую армию разным тактическим навыкам. Мы предоставляем тоже гуманитарную помощь по своим возможностям и через международные организации, и непосредственно на двухстороннем уровне. Мы обучаем тоже группу детей школьного возраста из Донбасса. То есть эта помощь очень, очень многоплановая. И это то, что я сказал, это делает государство, но мы еще не включаем в это то, что делают неправительственные организации, волонтеры, которые очень активно тоже работают с украинскими партнерами, и мы даже не всегда знаем все, что они делают. А как-то Крыму конкретно вы помогаете или людям из Крыма? Да, часть нашей гуманитарной помощи идет переселенцам, или, точнее, официальный термин внутреннеперемещенным лицам. Среди них есть и крымские татары, и они тоже получают эту помощь. Конечно, мы и впредь хотим найти способы, я бы сказал, новые и более эффективные способы, как помочь крымским татарам.
Про дипломатические усилия я уже говорил. Мы эту работу делаем вместе с Украиной и будем продолжать это делать. Очень важно помогать независимым СМИ, которые вещают на крымско-татарском языке. И я думаю, это одна из важных задач мирового сообщества, и мы будем пытаться лоббировать этот вопрос. Я думаю, для усиления видимости и представления крымско-татарского вопроса в мире очень важно создавать представительство за рубежом. Например, в таких центрах, как Брюссель, Вашингтон и Литва тоже. Вы Меджлис имеете в виду? Да, это может быть и Меджлис. Ну, Конгресс, Всемирный конгресс крымских татар. Да, например. И Литва готова в этом помочь тоже. Это очень важно, потому что и недавно, кстати, Рифат Чубаров, глава Меджлиса, заявил, что будут открываться такие представительства, по крайней мере, в Вашингтоне и в Брюсселе, но, может быть, и в других потом столицах, потому что, действительно, вы правы, крымских татар очень мало, ну, просто физически мало, и в основном они проживают в Крыму. Чтобы их интересы защищать в Европе, нужно рассказывать, нужно встречаться, нужно общаться. Абсолютно верно, потому что Европа сталкивается сейчас со многими внутренними проблемами, и, как я говорил, нарушений прав человека в мире очень много, есть много государств, много народов, которые тоже хотят поднимать эти вопросы, и нужно, чтобы крымско-татарский вопрос, он не утонул вот в этой всей глобальной повестке дня. Смотрите, понятно, что речь идет в основном о войне в Сирии, то, что вы говорите, да, это там действительно война, страшное разрушение, жертвы, и действительно страдает от этого числе, да. и Европа, в том числе, и так далее. Но есть ли на Западе такое, ну, в Европе, скажем, консолидированное понимание того, что вот то, что произошло в Крыму, это вообще как бы совершенно особый случай, как бы, ну, что в Европе такого просто не могло быть никогда. Что для Европы, это именно для Европы случай, что Крым — это европейская часть Европы, и крымские татары — это европейский народ. Есть такое понимание вообще? Как мы все прекрасно знаем, Евросоюз состоит из 28 стран, у которых очень часто бывают разные интересы, разные подходы, разные взгляды, и поэтому механизм и процесс принятия решений в Евросоюзе, он не всегда легкий, не всегда простой. Нужно много дискуссий, много поисков консенсуса, и иногда кажется, что Европейский Союз действует не до конца эффективно и недостаточно быстро принимает решения, но по поводу Крыма, я думаю, что реакция ЕС была довольно-таки оперативная, и какая она могла быть на тот момент, потому что все страны очень четко высказались за санкции, за введение санкций против России именно в связи с оккупацией и аннексией Крыма. Потому что мы знаем, что есть санкции двух типов. Ну, два этапа санкций было, да. Да, два направления, две дорожки, скажем так. Одна, которая связана с оккупацией Крыма, а другая с российскими военными действиями на Донбассе. И эта линия по Крыму, она остается твердо частью политики Евросоюза, и пока мы не видим условий, почему эта политика должна меняться. Интересно, а если уже сейчас понятно, это было ясно из резолюции Европарламента по ущемлению прав человека в Крыму, в частности крымских татар, там даже название такое было, да? Это ясно сейчас по слушаниям в ОБСЕ, это ясно по обсуждениям в Совете Европы, что последний год, по крайней мере, совсем уже стало понятно, что репрессии в Крыму касаются в основном крымских татар. Идет давление и на отдельных лиц, и на организации, и вот на Меджлиса вот поставлена такая точка в иллюзиях, что там российская власть будет терпеть там крымских татар хоть в каком-то виде, в виде какого-то политического сообщества, конечно, нет. Да? И скажите, пожалуйста, значит ли это, что далее, когда Украина будет говорить с европейскими странами о ситуации в Крыму, она может и должна говорить о том, что имеют место нарушение не просто прав человека, а нарушение прав человека по национальному признаку?
Конечно, мы все будем следить, как развивается ситуация, следить за фактами нарушений. Очень важно эти факты собирать, систематизировать и представлять в качестве аргументов, потому что нам недостаточно говорить абстрактно о нарушении прав человека. Очень, очень важно точно фиксировать все многочисленные факты. И вы задали вопрос раньше о том, являются ли крымские татары частью Европы. Это безусловно так. Мы знаем, как Литва из своей истории, конечно, наши связи уходят далеко в прошлое, во времена Великого княжества Литовского и Крымского ханства. И мы не сомневаемся, что крымские татары внесли существенный вклад в формирование европейской цивилизации. И вот сейчас получается так, что их оторвали вместе с их землей, оторвали вот в ту цивилизацию, которая называется русский мир, ну, условно называется. Конечно, это только в кавычках такое можно сказать, потому что не и русским от этого тоже хорошо не будет. Да? Но получилось так, что вот, вся Украина идет в Европу, и, видимо, визы будут отменены в этом году, да, для украинцев. И будем надеяться, да, очень много возможностей. Да, и в том числе, кстати, для тех людей в Крыму, которые не предали свою родину и сохранили украинские паспорта, они смогут тоже, видимо, ездить в Европу, благодаря в том числе усилиям и Литвы, да. Но насчет фиксации нарушений сейчас есть очень хорошая интерактивная карта, которую сделали и представили в Брюсселе. Там в режиме онлайн регистрируются все нарушения в отношении прав человека. В том числе вот эти последние, и гонения против журналистов и так далее, и так далее. Если возникнет такая дискуссия, или может ли Литва быть инициатором каких-то европейских процессов, я не знаю, там, слушаний или инициатив по введению каких-то дополнительных санкций в случае, если нарушение прав человека совсем примут такой масштабный характер, когда это уже нельзя реагировать просто озабоченностями? Я думаю, все возможно. Ну, не дай бог будет ситуация ухудшаться. Как я говорил, мы будем следить внимательно за развитием ситуации. Я думаю, не только Литва, но и другие страны Евросоюза поддержат какие-то дополнительные действия, если в этом будет надобность. То есть все зависит от дальнейшего развития ситуации. Конечно, положение крымских татар это очень трагическая история, потому что вы уже пережили одну депортацию, которая была в 1944 году, и сейчас приближается годовщина очередная этой печальной даты. И это, я думаю, одно из самых фундаментальных нарушений прав любого народа, то есть лишать народ права жить на родной земле. И мы очень, очень не хотим, чтобы это повторялось. Литовцы это хорошо понимают, да, из своей истории. Вы были депортированы также, да, в огромном количестве. Да. Это вас, по-моему, высылали на Урал, в Сибирь высылали после войны. И до войны, кстати, еще, по-моему. Да, литовцы тоже пережили сталинские репрессии и депортацию, особенно после войны, как вы заметили, тоже и перед войной в 1940 году. Это сотни тысяч литовцев. Многие из них погибли в лагерях. Это и Сибирь, и Казахстан, и Дальний Восток. Да. Почему я сказал о том, что ваша роль как голоса велика в Европе? Конечно, Литва маленькая страна. И, конечно, это не Великое княжество Литовское, которое когда-то занимало там половину Восточной Европы. Но, тем не менее, голос слышит. Страна очень авторитетная в плане отношения к демократии. Ну, как бы, это не абсолютно европейская страна, но выходец из Советского Союза. Страна, по сути дела, которая развалила Советский Союз в каком-то смысле, и вы в этом участвовали тоже. Так? Да, я думаю, из-за общности в истории и из-за того, что мы очень хорошо понимаем ваш народ, поэтому у литовцев очень большая симпатия и сочувствие крымских татаров. И я думаю, в этом действительно сыграла большая роль истории. И те процессы, которые происходили в Советском Союзе,
и движение за независимость в конце 90-х, когда и крымские татары начали бороться за свои права более активно. Так что это, в общем-то, происходило одновременно. Да. И движение народно-освободительное возвращение в Крыму, и Сайдис, это кто-то, может быть, более молодый не помнит, это движение за независимость Литвы. И Литва первой приняла декларацию о независимости от Советского Союза, если мне память не изменяет. Так? Да, это была первая из 15 советских республик. Это было в 1990 году, 11 марта. В общем, роль Литвы в истории еще будет, мне кажется, оценена еще более по заслугам, потому что я-то помню эти времена, я помню, как отчаянно бились литовцы. Я считаю, что просто вы, это литовский народ, это настоящий пример того, как можно, задавшись целью своей, ее добиться. Ведь помните, ну как помните, когда Литва была оккупирована еще с 1940-го года, и после войны эта оккупация продолжилась и усилилась, и были массовые репрессии, и все что угодно было. Но скажите, вот вы, как человек, который росли в Литве, литовцы когда-нибудь сомневались, что они будут свободной страной? Литовцы угнетались, как и любой советский народ, в те тяжелые времена, но у нас была жива память еще до военной Литвы, которая была независимой 22 года. Сейчас уже мы больше, 26 лет независимые, то есть мы переросли этот уже довоенный период независимости, слава Богу. И это чувство, оно в глубине души всегда не оставляло. Потому что были люди вспоминали, если не сами, то рассказы своих родителей или своих дедов. И эта идея независимости, она была жива и поддерживалась и нашими борцами за независимость после войны, нашими резистентами, партизанами. И тоже, конечно, люди были пережившие депортации и другие репрессии. Так что такое национальное самосознание, оно всегда имело место. И разные факторы, и католическая церковь в этом помогала. То есть тоже важным было фактором. А, кстати, католическая церковь на протяжении всех этих советских лет, да, она все-таки сохраняла в Литве такую, ну, скажем, приверженность к интересам народа, да? Да, католическая церковь была таким тихим очагом сопротивления или такого самовыражения, я бы сказал. И другое дело то, что мы всегда прекрасно знали, что большинство западного мира никогда не признавали аннексию балтийских стран. То есть это тоже нас поддерживало. В эмиграции работали наши дипломаты, которые проработали весь период советской оккупации. Так что у нас было несколько таких факторов, которые нас поддерживали. Да, это на самом деле ситуация похожая. Аннексия Крыма — это такой же незаконный акт, да? Оккупация чужой территории и так далее. Это к тому, что прошло 2 года, да, с момента того, как российские войска вошли в Крым, и некоторые люди предаются унынию, но люди разные все. И часть людей, унывает, что все закончилось, там, что ничего нельзя изменить. Ну вот вам пример Литвы, которая находилась в составе гораздо более мощной державы насильственно, да, и люди, которые не теряли духа все эти годы, и работали они на международной арене, и мир действительно не признавал никогда аннексию. И всем казалось, аннексию Литвы, и всем казалось, что это, многим казалось тоже, что это навечно. Но ничего вечного не бывает, и даже такие империи разрушаются. Тут все зависит, много обстоятельств разных, но в том числе от воли народа. Вот ваш народ имеет такую волю, и просто я скажу, что Мариус, он не просто дипломат, он не чиновник такой, хотя и в хорошем пиджаке, но человек, который, например, стоял у телецентра Вильнюсского, когда был штурм телецентра в январе 91 года. Было страшно, если кто-то помнит те времена, как литовцы бились за свою свободу. Вы же первые, по-моему, кровью заплатили вообще за свободу своей страны. И думаю, что одним из первых, там были в других республиках подобные события, может быть, чуть раньше, на Кавказе, если я не ошибаюсь. Но
Но это было очень ярко. Я был студентом, мне было 20 лет, и я думаю, эти события стали определенным переломом в моем мышлении и в моем понимании, что такое свобода и что такое независимость, что это не приходит так вот даром или само собой. И это осознание очень сделало глубокий отпечаток. Для меня и людей моего поколения, не только моего поколения, а для многих литовцев, когда поняли, что действительно нужно бороться за независимость. И вы боролись при этом, не имея оружия? Да, это были мирные люди, которые пытались противостоять советским танкам, но, конечно, это силы не были равны, но потом это единство и сплоченность народа показало, что можно мирным способом достичь цели, потому что мы знаем, что были планы гораздо масштабнее агрессии, которая не случилась, только потому, что сотни тысяч людей стояли на улице и готовы защищать свою страну. Разумеется, если бы народ мирно не сопротивлялся сам, конечно, бы все было бы по-другому. Это в этом ваша заслуга. 100% именно народа литовского. Ну и мы, конечно, очень благодарны за поддержку украинцев. В те времена, тогда во время январских событий приезжало очень много людей из Украины, из разных регионов. Я не сомневаюсь, что там были и крымские татары, которые выражали солидарность и поддерживали. Проводились акции поддержки в самой Украине. То есть это было такое огромное чувство солидарности, которое мы помним до сих пор, и это еще сближает больше наши народы. Ну и крымские татары, я вам хочу заметить, тоже смотрели с восхищением за тем, как борются литовцы тогда, да, сами, и ваша борьба и нас вдохновляла там, в Крыму. Это была другая, конечно, борьба в других условиях, но методы были похожи. Народ противостоял государственной машине, которая хотела его смять, да, но в итоге ничего не получилось. А, кстати, вот, Мариус, чисто по-человечески хотел спросить вас, не то что совет, но вот как вы считаете, как надо вести себя крымским татарам, вот находясь под пятой такого режима? Вот что надо делать? Как вообще и не сломаться там, да, и проявлять свой дух и единство? Вот что для этого должны люди делать? Очень тяжело, я думаю, посоветовать индивидуально, дать какие-то очень конкретные советы, но я думаю, самое главное — не терять надежды, регистрировать все факты нарушений, как я говорил, и как можно громче о себе говорить миру. И Литва будет в этом помогать. Литва уже помогает, и очень активно помогает. И свидетельством тому вот это недавнее заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар, которое прошло в Вильнюсе. Кстати, я так и не спросил у вас до эфира, не хотел спрашивать, потому что хочу, чтобы вы ответили всем. А кому пришла идея в голову провести в здании Сейма на Литовской Республике, это такой символ свободы тоже и борьбы, да, и в официальном государственном таком учреждении Конгресс крымско-татарского организации крымско-татарской? И в первую очередь идея провести эту встречу именно в Литве была озвучена татарским обществом, литовским татарским обществом. Я думаю, именно татарское общество приложило максимум усилий, чтобы провести это мероприятие на достойном уровне. И я рад, что наши правительственные структуры тоже подключились и помогли в этом. Да. Ну, я думаю, тут роль президента Литвы, тоже очень убежденной защитницы свободы и очень яркого оратора. И вообще, я считаю, что нынешний президент Литвы, она одна из таких ярких политиков вообще европейских, голос которых слышен. Да, мы знаем, что нашего президента очень хороший имидж, и ее очень любят в Украине, но действительно, что касается крымско-татарского конгресса, в Вильнюсе были встречи с президентом, и премьер-министром, и руководство парламента принимало участие в работе, так что я думаю, что это тоже была хорошая возможность обратить внимание мирового сообщества на это. То, о чем вы и говорили, чтобы мировое сообщество видело, что представители крымских татар, избранные представители, заседают в Европейском парламенте,
И это такой, ну, трудно переоценить в этом заслугу Литвы, что вы показали Европе, что вот вы, вот крымские татары, вот их представители, вот их надо слушать, с ними надо разговаривать, их надо услышать на всех уровнях. Да. Да. Но я хотел бы вернуться к теме, которую вы, Мариус, затронули, исторических связей. И вот вы упомянули об обществе крымских татар Литвы. Я лет 15 назад впервые, когда оказался в Литве, случайно, совершенно вообще зашел в городской парк, а там был День Вильнюса, День города. И увидел одну такой павильончик такой, и на нем висел литовский флаг, и на литовском флаге полумесяц. Я, конечно, раньше знал, что были потомки, есть потомки крымских татар в Литве, но тогда я увидел их воочию. Там играла крымско-татарская музыка, и стояли люди, литовцы, но крымско-татарского происхождения. Да? Знаете ли вы таких людей в Литве? Много ли там их? И чем они занимаются? Татарская община в Литве не такая уж многочисленная. Я думаю, что это примерно около 1000, может быть, человек, но она хорошо видимая и сплоченная, и активно участвует в общественной деятельности. Тракай, наша древняя столица, является историческим центром крымских татар, и караимов. Да-да-да. Которые появились в Литве с XIV века и всегда были, кстати, лояльными нашему государству. Это нас очень радует. И вот эта традиция такого хорошего сотрудничества, она продолжается до сих пор. Я думаю, что нужно эти связи показывать, потому что это недостаточно еще известно для общества и в Литве, и в Европе. И нужно проводить не только какие-то политические акции, но и культурные мероприятия, показать, как татары обогатили литовскую культуру. Кстати, наверное, мы попробуем снять какие-то исторические программы. Мы снимаем исторические программы для телеканала ТР как раз о Средневековье, вот об этих связях в Восточной Европе, роли крымских татар. И, возможно, вы нам поможете каким-то образом посодействовать, чтобы снять и там, может быть, и в Тракае, и в каких-то других исторических местах, где происходили эти события. С удовольствием. Это хорошая идея показать наши связи. Интересно, что в Литве до сих пор сохранились фамилии, ну, условно, крымско-татарские. Например, я вот знаю одну Якубаускас. Эта фамилия тоже, вот она же из Крыма пришла оттуда. Да. Еще какие-то есть? Ну, я, может быть, не эксперт в сфере лингвистики, но думаю, что есть. Кстати, один из погибших во время событий января — это молодая девушка Лорета Асановичутя, Асановичус или Асанович, да, или Асанова, Асан, да. она была татарского происхождения. Ну вот вы привели как раз пример, то, о чем я говорил. Я, кстати, этого не знал или не обращал внимания. Почему я Якубаускас сказал? Потому что был футболист такой Якубаускас. Да, и теперешний председатель татарской общины. Тоже Якубаускас. Да. Ну вот видите, как много нас связывает с Литвой. Это действительно прямые потомки крымских татар и караимов. Да, наверное, за прошедших там почти 6 веков, ну, как бы понятно, что люди ассимилируются, и не все себя уже ощущают крымскими татарами, но, во-первых, многие и ощущают до сих пор, вот тех людей, о которых вы говорили, но и много следов в культуре. Я знаю, что и композиторы есть происхождения татарского, мне рассказывали, и литературные деятели. К сожалению, мы не очень хорошо знаем литовскую литературу и музыку, но на самом деле след там татарский большой. Это именно крымско-татарский след, хотя литовские, по-моему, татары себя называют литовскими татарами, называли раньше. Но все равно это потомки крымских татар все равно. Я думаю, это важная часть нашего исторического наследия. Литва всегда была мультикультурным государством, и мы очень ценим те народы, которые вносили вклад в наше развитие нашей культуры, развитие нашей экономики, и крымские татары были одни из них. Интересно, а вы когда были в Крыму последний раз? Последний раз я был в сентябре 2013 года. А вы отдыхали или официально? Там проходила так называемая Ялтинская конференция, Ялтинская экономическая стратегия, и туда приезжал наш президент с визитом, и это был последний раз, когда мы посетили Крым. А чуть до этого, летом 2013 года, мы проводили Дни Литвы в Крыму.
Мариус, спасибо вам за беседу. Я уверен, что вы тоже соскучились по Крыму. Да, да, иногда я об этом думаю. Я об этом тоже думаю всегда. Я от имени всех крымских татар и наших телезрителей от себя приглашаю вас в Крым свободный. Я уверен, что это обязательно случится и случится не так далеко, как некоторые хотят, потому что дух нашего народа не сломить. И в этом, конечно, для нас всегда будут примером, в том числе и в первых рядах литовцы. Спасибо литовскому народу, спасибо вашему президенту, прекрасной, чудесной, умной женщине. Спасибо вашему парламенту за поддержку и спасибо за поддержку лично вам. Спасибо вам, Айдар, и желаю всего наилучшего крымско-татарским друзьям и выдержки, и веры в будущее. И хочу, чтобы вы знали, что у вас есть друзья. Сегодня у нас был такой крымско-литовский вечер благодаря послу Литовской Республики в Украине Мариусу Инуконису на телеканале АТР. Встретимся в следующую среду в это же время в программе «Крымский вопрос». Всего доброго вам.